Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите первый выпуск программы «Мордовский блок новостей», в которой мы будем обсуждать произошедшие в Мордовии новости за минувший месяц. И сегодня наш главный комментатор Владимир Евгеньевич Гридин, организатор первых демократических митингов в Мордовии и заместитель председателя Мордовского регионального отделения Российской объединенной демократической партии «Яблоко». Обсуждать мы будем новости за прошедший ноябрь. Владимир Евгеньевич, вы готовы? Конечно. Итак, первый... Республики Мордовия, да, региональное отделение. Да, только по Республике Мордовия, хотя... Нет, я зам председателя партии «Яблоко» в Республике Мордовия. Да. Первый блок новостей у нас называется «Насилие в школах и детсадах». В социальных сетях 21 ноября появилось видео, как учитель школы номер 3 города Саранска, поселок ТЭЦ-2, в углу коридора избивал и оскорблял своего ученика. Преступление в тот же день было зарегистрировано в отделе полиции номер 1 УМВД по Саранску. Кто-то из одноклассников, очевидцев, написал в комментариях, что конфликт разгорелся еще на уроке, когда ученик матом выразился в адрес учителя. Как бы вы прокомментировали, можно ли так относиться к ученику? И как вот устранять такие конфликты? Безусловно, конечно, к ученикам надо ведь очень аккуратный подход. Во-первых, что такое педагог? Это призвание в первую очередь, это терпение, это действительно, педагог это действительно с большой буквы. А у нас в первую очередь государство унижает преподавателей, когда в избирательную кампанию кого? Педагоги, все учителя занимаются не совсем хорошими делами, мы знаем, что такое выборы. Но также не забывайте, что ученики также ведут себя, что в нашей стране они видят, что учителей вынуждают это делать. Этим самым приводят к тем последствиям, что уважение к педагогу со стороны учителей, это в первую очередь государство должно думать, чтобы педагог был что-то это очень ответственное, и что это пример для наших детей. А вот именно то, что происходит в государстве, унижают наших педагогов, а это следствие идет к тому, что и учителя относятся к педагогам. И действительно, просто система, я бы сказал просто, та система образования, которая творится, это ужасная система. И все это следствие того, что идет именно от государства, должны государство уважать педагогов, а не унижать своими действиями. Поэтому я думаю, вот все это и является следствием. А вообще это, конечно, педагог – это призвание, это терпение, это мудрость и действительно воспитывать наших детей. А вы посмотрите, у нас педагоги – это как раз идут те люди, где бы только работать, зарплаты низкие, а сами знаете, как в жизни. Иногда с детьми-то мы какие-то проявляем неправильные действия, а когда у педагога их 30 человек, и вы сами знаете, дети-то у нас тоже интересные, но я как-то очень аккуратно к этим вещам отношусь, что причина только в том, что педагоги ведут себя неправильно, но система такова, что, как я иногда говорю, главное в дурдом не попасть. А той системы, что действительно то, что мы видим в нашей стране, та политика, которая происходит, тем более в нашей республике региональной, в нашей одиознейшее поведение
руководство нашей республики в Мордовии ничего хорошего не приводит. И не только сейчас в педагогике, я думаю, во всех вещах будет. Это потому, что законы наши не работают. Еще вот одна новость из этой темы, которая показывает еще один стрессовый фактор на учителей и на воспитателей. Вот какой. 8 ноября прокуратура Ардатовского района после обращения уволенных в связи с достижением пенсионного возраста сотрудниц детского сада «Теремок» проверила соблюдение в нем, в садике, трудового законодательства. Выяснилось, что ни одному из 6 воспитателей и одного помощника воспитателя, которые получили уведомление о сокращении, заведующая детсадом не предложила другую имеющуюся работу, не были приняты во внимание уровень знаний, умений, профессиональных навыков, опыт работы работников и другое. После внесенного прокуратурой представления в адрес главы Ардатовского района сокращение штатов отменили, а на заведующую был наложен штраф, предусмотренный частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». Это, видимо, в связи с повышением пенсионного возраста усилили такую, скажем, заботу о тех, кого сокращают. И вот, видимо, первые случаи такой заботы. Ну, наши заботы о людях реально вообще никто не заботится. Люди – это пыль, и никто о них не заботится. Никаких прав граждан, жителей в Республике Мордовия, ни у кого, никаких законов вообще людей не защищает, а просто кто-то захотел, уволил и унижает наших граждан республики. Поэтому, о чем я всегда говорил и говорю, что в первую очередь в нашей стране надо начинать, чтобы наши законы работали. А так как их нет, значит, у нас просто распадется страна. И вот для того, чтобы законы работали, полиция должна работать. И вот второй блок новостей, связанный, называется «Полиция». Глава Республики Мордовия Владимир Дмитриевич Волков 9 ноября этого года на мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, сказал, цитирую: «Уровень преступности в республике остается одним из самых низких в стране, почти на треть ниже, чем в среднем по России. Стабильно высокой остается раскрываемость преступлений. В сводном рейтинге региональных органов внутренних дел наше министерство занимает достойное 28-е место. Очередным подтверждением эффективной работы министерства стало назначение Владислава Александровича Толкунова на должность начальника управления МВД по Брянской области». Конец цитаты. Действительно, 6 ноября Владимир Владимирович Путин подписал указ о назначении заместителя министра, начальника полиции МВД по Республике Мордовия Владислава Александровича Толкунова начальником УМВД России по Брянской области. Он в 2009-2011 годах возглавлял управление по налоговым преступлениям у нас в МВД. Потом работал начальником отдела Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, уже МВД в целом России. Начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Пензенской области. В 2013 году, то есть 5 лет назад, был снова переведен в Саранск, где служил в должности заместителя начальника полиции МВД по Республике Мордовия, а через 2 года, в 2015 году, был назначен заместителем министра, начальником полиции МВД по Республике Мордовия. Владимир Евгеньевич, вот 5 последних лет уже он напрямую, Владислав Александрович Толкунов отвечал за полицию Республики Мордовия, за правопорядок. Как бы вы оценили вообще состояние с правопорядком в последние 5 лет у нас в республике? Ну, первое, я бы вообще хотел, у нас полицию тоже надо защитить от многих вещей.
потому что все идет по указке. Надо сделать на кого-то протокол, составить, а надо, говорят, нельзя протокол ставить. Или, допустим, родственники высокопоставленных, дети, с ними ничего нельзя поделать. Поэтому они практически унижают и оскорбляют полицию. Вот от этого тоже все идет. А вот про кого вы говорите, ну, лично я с ним не был знаком, ничего сказать не могу. Но работа полиции, опять, на кого скажут, это силовые структуры. Кому надо, того наказать. А кого не надо, значит нельзя. Надо законы опять работать. И полиция работать на основании нашего законодательства. Вот опять эта же тема, которая, когда в России начнет эти законы работать. А так одному можно наказывать, другого нельзя. Вот в этом проблема. И сегодняшняя полиция в Республике Мордовия, они просто бездействуют. Как часто с ними приходится. Не потому, что люди там плохие, а люди действительно нормальные ребята, но их просто не дают возможность навести порядок в нашей республике. Вот цифры их, характеризующие их работу, такие. Отдел правовой статистики прокуратуры Республики Мордовия 14 ноября опубликовал отчет о состоянии преступности в Республике Мордовия за январь-октябрь 2018 года, в котором сообщалось, что за первые 10 месяцев 2018 года на территории Мордовии было зарегистрировано 6689 преступлений, что на 3,9% ниже, чем за аналогичный период 2017 года. Число преступлений средней и небольшой тяжести уменьшилось на 6,4% и 4,5% соответственно, но количество особо тяжких и тяжких преступлений, наоборот, увеличилось на 1,3% и 0,8% соответственно. Меньше всего преступлений было зафиксировано в Больше-Игнатовском районе, а больше всего в Саранске и Рузаевке. На территории Саранска за первые 10 месяцев 2018 года было зарегистрировано 3013 преступлений. Из них 337, 11,2%, особо тяжкие 465 преступлений, это 15,5%, тяжкие и 638 преступлений, 21,2% преступлений средней тяжести. И еще 1573 преступления, это половина, 52,2% преступления небольшой тяжести. В двух районах Саранска отмечается снижение количества преступлений: в Ленинском на почти 11% и в Октябрьском почти на 5%. А в Пролетарском районе, наоборот, число преступлений возросло на 1,6%, с 801 до 814. Число зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 6,3% по сравнению с прошлым годом, несмотря на чемпионат. Число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выросло на 8,6% и составило 566. Число зарегистрированных фактов мошенничества выросло на почти 15% и составило 418. Число зарегистрированных краж, наоборот, снизилось на 27,3% и составило 579. По оконченным расследованным уголовным делам установлено: 629 преступлений совершены лицами в состоянии алкогольного опьянения, 1200 ранее совершавшими преступления, 653 ранее судимыми, 64 несовершеннолетними. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, тоже несмотря на чемпионат, сократилось почти на 30%. В результате всех преступлений в Саранске погибли 33 человека, в том числе 8 в результате ДТП.
78 лицам причинен тяжкий вред здоровью, в том числе 23 в результате ДТП. А всего на дорогах Мордовии, по данным начальника управления ГИБДД МВД по республике Сергея Николаевича Гагарина, за 10 месяцев этого года произошло 869 ДТП, в которых погибло 120 человек и 1195 были травмированы. Вы, вот, Владимир Евгеньевич, вообще статистики разных ведомств и министерств насколько доверяете? И вот по поводу ДТП и состояния вообще на дорогах, вы как автомобилист, как бы вы прокомментировали? Я вам хочу сказать, та статистика, которая на сегодняшний день существует, но это, знаете, это как с потолка. Но только я вам скажу очень такой важный факт. Если вы придете с заявлением в Министерство МВД, в первую очередь я вам скажу, что вы хотите заявление, вот, пожалуйста, в этот ящик бросьте и идите спокойно. Ну вот это говорит о том, что действительно реально происходит. Только, значит, если люди понимают, надо настоять на своем, зарегистрировать заявление и тогда... А так-то в основном вот предлагают в ящик бросьте, как я говорю, ну, в мусор выбросить ваше заявление, все. Поэтому о какой статистике мы можем говорить? А то, что у нас прекрасная в республике ситуация, ну, наверное, вы прекрасно знаете, что в 7 вечера уже народ на улицах никого и нет. Тишина, тихо и спокойно. Люди-то, в общем-то, не отдыхают и не гуляют. Это же говорит о многом тоже. А вот как автолюбитель, как у нас ГИБДД, по вашему мнению, работает за год, за этот? Ну, вы знаете, я думаю, сейчас эта работа организовывает людей, которые водители, это связано то, что фиксирует эти нарушения. И это неплохо, вот то, что фиксация идет и как бы воспитывает наших водителей. Это действительно, я даже скажу откровенно на себе, что раньше я был не совсем ответственным человеком, а сейчас заставляет то, что фиксация и надо платить штрафы. Поэтому я считаю это положительные моменты. Вот по поводу коррупции. Сайт info.rm.com 10 ноября проинформировал, что количество выявленных сотрудниками органов внутренних дел противоправных деяний коррупционной направленности увеличилось на 25,1%, а число зарегистрированных фактов взяточничества возросло в 2 раза за год. И, как пример, 21 ноября сотрудника дежурной части УМВД Саранска арестовали за получение взяток общей суммой в 32 тысячи рублей, в принципе, немного, а за что он получил взятку? Такую небольшую. От ритуального агентства, которому полицейский во время своего дежурства неоднократно с июля 2017 по апрель 2018 года разглашал факты смерти людей и местонахождение их тел, звоня или посылая смс-ку. Это преступление было выявлено в результате взаимодействия сотрудников собственной безопасности МВД ПРМ и следователей СК РФ по Республике Мордовия. Мужчина уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. На него заведено уголовное дело, материалы которого направлены в суд. Руководство подразделения привлечено к строгой дисциплинарной ответственности. Как вам? Сейчас я дверь закрою. Да, конечно. Но я вам хочу сказать, вся та система в нашем государстве, я бы хотел я считаю, даже это та политика, что заработная плата очень низкая, особенно в Республике Мордовия, и люди просто становятся, нарушают законодательство. Да, по причине именно той, что надо кормить детей. И только именно
любого человека, любого, его можно, любого, за что-то взять, за непонятные вещи. А коррупция процветает, и вряд ли, точнее, просто скажу, я не знаю, когда действительно реально начнет борьба с коррупцией. У нас нет борьбы с коррупцией на сегодняшний день. Просто есть неугодные, которые просто привлекают вот за данные взятки и незаконные вещи. У нас практически вот сама политика в стране и в нашей республике именно заставляет людей закон нарушать. Потому что честным трудом не может человек практически в Республике Мордовия обеспечить себя или жить в общем-то в нищете. Вот и вынуждает эти взятки, и практически вынуждают этих людей идти на незаконные вещи. Вот я все-таки думаю, от этой политики, неправильной политики, приводит их к этому. А вот с точки зрения нравственности, вы как относитесь к тем сотрудникам, которые разглашают как бы тайну личной жизни семей, у которых умер человек? Да нет, ну конечно, это видимо, все-таки безнравственность людей, безусловно, это, конечно, культура. Это вообще смотришь, и очень волнует будущее наших детей. И молодежь наша действительно о нравственности вообще, они смотрят совершенно, воспитывают другими позициями. Как вот, смотрите, раньше, что говорили, Николай Иванович Меркушкин – великий человек. Сегодня же про Николая Ивановича Меркушкина то, что он незаконные все вещи делал, земли забирал и так далее. Ну вот от этого все идет, и воспитание нашего поколения. Трудно им среагировать, и понимание уже становится совершенно другое, безнравственные вещи, они не понимают, что это такое. Это страшно, это страшно. И вот некоторые граждане, видя это, разочаровываются во власти. Вот пример, третий блок у нас разочарование в местных и региональных властях. Приведу 3 примера того, как, видимо, жители Мордовии отчаялись, что их проблему решат на региональном уровне, и обращаются наверх, федеральным. 8 ноября на своей видеоконференции помощник президента России, начальник государственного правового управления Лариса Игоревна Бричева рассмотрела письменное обращение в адрес президента страны, жительницы Саранска, с просьбой о содействии в благоустройстве придомовой территории многоквартирного жилого дома номер 97 по улице Гагарина, который находится позади бывшего магазина «Чайка». Зампредседателя правительства Республики Мордовия, министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Игорь Анатольевич Чадов доложил, что благоустроить территорию планируется к осени 2019 года, но после обсуждения обязался завершить все работы уже к июлю того же года. Аппаратом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе решение вопроса взято на контроль. Кроме того, тот же вице-премьер сообщил, что согласно муниципальной программе формирования современной городской среды в городском округе Саранск в 2018-2022 годах от горожан ждут новых предложений по благоустройству дворов для включения заявок в программу. 21 ноября на своей видеоконференции помощник президента Российской Федерации, бывший министр транспорта России Игорь Евгеньевич Левитин рассмотрел письменное обращение к президенту страны, жительницы города Ордатова, с просьбой построить автомобильную дорогу на улице Чапаева, на которой она живет.
Заместитель председателя правительства Республики Мордовия, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Виктор Владимирович Цыганов доложил помощнику президента России, что региональными органами власти уже проведены мероприятия по разработке проектно-сметной документации, которая в настоящее время проходит проверку достоверности определения сметной стоимости в органах государственной экспертизы. Источниками финансирования строительных работ определены муниципальные и республиканские дорожные фонды, а завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется до ноября 2019 года. Тоже решение вопроса взято на контроль аппаратом полномочного представителя президента в округе. Кстати, редакция сайта Federal Press нашла статистику, что в 2017 году, в 2017, в прошлом, в Мордовии отремонтировали и построили более 90 километров федеральных дорог и около 95 километров региональных и местных дорог. Теперь, третье, 29 ноября, тоже на своей видеоконференции первый заместитель уже руководителя администрации президента Сергей Владимирович Кириенко, который у нас за политику отвечает в стране, рассмотрел обращение жительницы села Тингушево, попросившей построить автомобильные дороги в ее селе на улицах Колхозная и Молодежная. Зампред правительства РМ, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Виктор Владимирович Цыганов отчитался, что проведены мероприятия, тоже вот он повторяет, что вся процедура как бы производится, и дорожные работы в Тингушеве будут выполнены до 1 сентября 2019 года за счет средств дорожного фонда. Но вот, значит, люди-то на местах, имеется в виду простые, не верят, что без их просьбы как бы Господу Богу в Москву их проблема решится. О чем это говорит? Да нет, я думаю, именно вот вся та проблема, что и в Мордовии, и все это та политика нашего Кремля, вы понимаете. А в Мордовии, ну, те вещи, взять Петр Тултаев, который стал глава городского округа Саранск. Как только он стал глава городского округа Саранск, ну, в первую очередь, что он, сами знаете, он построил себе домик в охранной зоне реки Саранка, нарушая все законодательства. Ну, практически, что он может сделать, Петр Тултаев? Если он сейчас будет по закону работать или сверху скажут, как надо жить, ему просто скажут, ну, уважаемый Петр, не оправдал должность главы городского округа Саранск, сними и возьми свой домик и еще убери за свой счет. Поэтому он будет делать так, что скажут ему сверху те люди, которые, значит, поставили его главой городского округа Саранск. Также идет все в Кремль. Я считаю, что та политика, которая в нашей республике, это отголоски того, что политика нашего Кремля приводит к тому, что действительно идет недоверие властям республики и России. Ну, так как по Тултаеву решения суда не было, давайте скажем, что это ваша точка зрения, Нет, чтобы наша программа не прекратилась. Нет, я вам хочу сказать, это не моя точка зрения. Я знаю точно, что Тултаев, как стал главой городского округа Саранск, он построил дом в том месте реки Поймы Саранки. Там просто строительство невозможно. А ему построил. То есть вы считаете, что это Я не считаю, незаконно? я убеждаю, я знаю это. Да, поэтому это не мои убеждения. Это законы Российской Федерации, а не мои законы. Поэтому это касается, я об этом говорю, поэтому, естественно, что может человек, который нарушает законодательство заведомо, стать главой городского округа Саранск, а он нарушает законодательство. Что он может сделать? Ну да, ну вот, в общем, от этого в вашем понимании законодательства он нарушает.
Конечно. И если бы, ну, так как И ему мы дают с вами не возможность. прокуроры и не судьи, мы Как высказываем свою точку зрения на основании нашего, как сказать, знания законов, нашего применения законов к ситуации. Пытаюсь вас спасти, Владимир Евгеньевич. Значит, следующий блок новостей. Называется «Строительство новых предприятий». В общем, немерено открылось просто в ноябре. Кратко упомяну. 8 ноября в селе Большие Ремезенки Чамзинского района введено в действие производственное помещение на 420 мест для содержания крупного рогатого скота. Дальше. 10 ноября компания «Норовское молоко» создалось, и завод под тем же названием был построен в селе Семилей Качкуровского района. Это завод по глубокой переработке молока и производству молока, сыра, масла и мороженого. Значит, уже в 2019 году предприятие планирует выпускать от 3650 до 5110 тонн сырья в одну смену. Учредитель этого завода, гендиректор головной компании аграрная производственная фирма «Норов» Александр Ильич Поздняков, вот комментирует в интервью газетам, составляет, что общая стоимость проекта 155 миллионов. В долг приходилось брать кредит. Но все удалось, все успелось. И Владимир Дмитриевич на открытие Волков говорит, что для Мордовии очень важно открывать такие заводы. Теперь в республике есть 2 предприятия по выпуску мороженого. Вот губернатор имеет в виду цех мороженого, открытой агрофирмой «Октябрьская» летом этого года. Хвалит конкуренцию и правильно делает. Дальше он еще сообщает, что в Мордовии созданы ярмарки выходного дня для развития торговли фермерских хозяйств. Это он на открытии говорит. Дальше, 16 ноября. Владимир Дмитриевич Волков сообщил участникам торжественного собрания в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности следующее, цитирую. «Сейчас завершается строительство молочного комплекса на 1200 коров в ООО «Дружба» Чалковского района. Возводится комплекс на 6450 коров в Дубенском районе. Начато строительство молочного комплекса на 1200 коров в Инсарском районе. В Рузаевском районе строит «Тысячник» ООО «Исток». Такой же комплекс будет в Агросоюз «Красное сельцо». На 2019 год с участием инвесторов из Венгрии запланировано строительство комплекса на 2880 коров в Тенгушевском районе. Продолжаются работы и на 7-й площадке по выращиванию бройлеров в Чамсинском районе. Завершается строительство 2 свинокомплексов с потенциалом более 24 тысяч тонн мяса в год в Ковылкинском и Царском районах. 28 ноября, теперь цитата закончилась, группа компаний «Талина». Она вот по итогам прошлого года заняла 2-е место в России по продажам колбасных изделий. И вот группа компаний «Талина» 28 ноября, ничего страшного, 28 ноября ввела в эксплуатацию 4-ю очередь Мордовского племенного центра. Это новый свинокомплекс «Стотысячник» в Инсарском районе, близ села Засечная Слобода в Инсарском районе. Значит, тоже, кто захочет, есть много информации в интернете. Строительство вот этого Мордовского племенного центра – это основной проект группы компаний «Талина» в свиноводческой отрасли за последние годы, направленный на реализацию программы импортозамещения и в рамках государственной программы. Вот, Владимир Евгеньевич, строятся у нас заводы в Мордовии, рабочие места создаются в разных районах республики. Значит, будет экономический рост, будет конкуренция, будут наши продукции наших предприятий покупаться по всей России. И гордость за нашу республику, за экономику нашей республики будет расти. Как прокомментируете? Я коротко. Вот вы данные-то говорили сейчас,
Но почему люди-то все беднее становятся и голодней? Яиц больше, кур больше, мяса больше, Мороженого. зерна больше. А люди все беднее, беднее, беднее. Ну, по-моему, об этом больше и говорить незачем. Мы привыкли только в телевизоре наши власти говорят и какие-то заслуги у нас. Надо, чтобы люди у нас уважаемые стали, чтобы действительно были бедные, превратились в богатых людей. Это самое главное. А у нас все показатели больше, больше и больше, а на самом деле только беднее мы становимся. Поэтому об этом даже, я думаю, и комментарии не надо. Это вон по телевизору постоянно мы все это слышим. Люди уже начали понимать. Пятый блок новостей. У нас улучшается инвестиционный климат. 16 ноября в Саранске открылся деловой форум «Новый бизнес», организованный Госкомитетом Мордовии по делам молодежи, федеральной программой «Ты предприниматель» в Мордовии, Центром инноваций социальной сферы. Уже второй год этот форум организовывается. Туда приезжают молодые и социальные предприниматели, презентуют результат своей работы. Много туда участников приезжают, представителей бизнеса. И там награждаются лауреаты конкурса «Молодой предприниматель России» 2018 года, лучший социальный проект Республики Мордовия и так далее, так далее. 29 ноября на площадке технопарка Мордовия прошло общее собрание регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия» о том, как совместно решать задачи, стоящие перед республикой, совместно бизнесом и властью. На 3 года они ставят планы. С приветственным словом выступил зампред правительства Владимир Николаевич Мазов. Сказал, что у нас валовой региональный продукт составил 238 миллиардов. И что в республике самая высокая по стране доля инновационной промышленности. По стране 29%. Видите, тоже мы это впереди России. И Владимир Ильич Волков ставит задачу, что мы должны в федеральных проектах участвовать, чтобы привлекать инвестиции в республику. 30 ноября в Саранске состоялся предпринимательский форум «Бизнес-среда», посвященный реализации наследия чемпионата мира по футболу и повышению туристического трафика в 2019 году. Более 300 предпринимателей участвовали. Дальше. С 1 марта 2016 года на базе инспекции налоговой службы России по Ленинскому району Саранска функционирует, то есть 3-й год уже, единый регистрационный центр по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И вот начальник его 17 ноября сообщила, что пользуется спросом центр. Уже обратились 37 тысяч человек, а всего зарегистрировано в Мордовии свыше 16 тысяч ИП и более 14 тысяч юрлиц. 9 ноября на 26-й конференции партии «Единая Россия», наверняка тоже по телевизору показывали, Владимир Дмитриевич Волков сказал о том, сколько инвестиций привлек чемпионат мира по футболу, 31 миллиард, и сказал, что еще в ближайшие 2 года в 4 раза больше планируется получить 136 миллиардов, если мы будем реализовывать национальные и федеральные проекты. Рассказывает, сколько стадионов, аэропортов, построено гостиниц, и много других плюсов от того, что у нас проходил чемпионат. 27 ноября состоялась 29-я сессия Государственного собрания Республики Мордовия, на котором собрались избранники мордовского народа, самые лучшие представители, избранные на честных выборах в наш парламент республиканский. Все в кавычках. Депутаты которого утвердили изменения в отдельные республиканские законы о налогах, которые были представлены правительством Мордовии. То есть повысили налоговые платежи. Транспортный, налог на прибыль. И Минфин региональный говорит, что что не сделаешь от того, чтобы пополнить доходы бюджета. На 36 миллионов он планирует. Как вот вы этот набор несколько в
чем-то друг другу противоречащих, но в целом, наверное, такой позитивное, можно сказать, отношение от того, что услышали. Да, и только ответ такой позитив будет, что мы впереди российских регионов по самому долгу в бюджет России, Республики Мордовия. А эти долги наших детей. Также насчет чемпионата мира. Но 45 тысяч стадион. Вы же видите, пустует стадион. А из бюджета республиканского надо будет как-то его содержать, этот стадион. А об этом-то. Это говорит о том, что коррупция. Ну и вы извините, у нас в республике около миллиона жителей, а в Саранске у нас 300 тысяч. И такой стадион 45 тысяч, извините меня, да когда наполняться не будет? Всего был стадион 10 тысяч, он не наполнялся. А кто же будет сейчас за счет нас деньги? Опять в Мордовии сейчас, значит, налоги. У людей зарплата ниже и безработица все выше. А налоги с последних... Люди беднеют еще хуже. Ну, может быть, 2 человека в республике богатеют. А люди-то действительно беднеют. Они думают, как просто скушать кусочек хлеба. Вот, уже не думают одежды, ничего. Просто в семье хоть голод не начнется. Вот опасения к чему. Поэтому, о чем можно говорить? Конец первой части.